Дело в том, что мы выпускали школу модели очередную в 2015 году осенью во Дворце культуры имени Стая на большой сцене. В общем, и так сложилось, что у нас должен был определенный ведущий вести это мероприятие, с ним было договорено, но так случилось форс-мажор, что он вынужден был отказаться и не было времени поменять его. Так как я уже являюсь руководителем, помощником руководителя театра моды, уже режиссировал это мероприятие, там в каких-то номерах участвовал, и я понимаю, что ответственность эту должен взять я и стать ведущим быстро, в этот же день, в этот же момент. Мне выдают сценарий, я быстро его проглядываю, уже вот сегодня мероприятие, то есть еще организационные какие-то моменты, все бегаем, носимся. Думаю, ну что ж теперь, бюджетный ведущий пришел к вам. Ладно, сценарий распечатали, я так почитаю. Так вскользь, некогда вдаваться в подробности. Все началось мероприятие, все я там пафосно, слава богу, в театральной студии раньше занимался, опыт есть ведение, там, здравствуйте, дорогие, там, та-та-та-та-та-та. Все идет вроде как бы ничего. И тут доходит до того момента, когда я представляю жюри. Это хохма вообще была. То есть я представляю там жюри, там, член жюри такая-то раз такая-то, там, коллектив такой-то, такой-то, такой-то. И тут наступает момент, что я вижу сценарий, что нету перечня жюри, кто сидит по факту и кто председатель жюри. То есть председатель там был один человек написан, а потом по факту его поменяли в это мероприятие, а сценарий мне распечатали старый. И я такой, я вижу лица, я же знаю всех руководителей, кто кого там как бы организовал мероприятие. И там как раз Наталья Лукьянова, я забыл ее фамилию, я представляю. И, конечно же, руководитель танцевально-эстрадного ансамбля Жасмин Наталья. И белый лист, я не помню, какая фамилия такая. Я просто задним шагом такой захожу за курсы. Наталья, кто она? Наталья Лукьянова! Здравствуйте, Наталья! Ой, Наташа, как рада! И председатель жюри, наша замечательная Евгения Михель! И Женя показывает Евгения Михель, что она не председатель жюри. Я такая, не председатель жюри! А она показывает на Ризу Уразовну, бывшая наша руководитель, которая работала до меня. Ах, председатель жюри, замечательная, прекрасная женщина и так далее. То есть, ладно, выкрутить один казус. Это был момент, там зрители просто ухахатывались. Ольга Николаевна за кулисами, красная, глаза красные. Думаю, я сейчас зайду за кулисы, она меня убьет. Это еще Людмила Васильевна не видела. Ну ладно, дальше поехали. Потом дальше идет мероприятие, как-то выкрутился, думаю, ладно, выдохнули. Дальше продолжаем, все идет по плану, все номера идут по плану, все замечательно, прекрасно. И тут наступает момент, когда мы представляем наших участниц, то есть номер визитка, девушки дефилируют по одной, и мы пару слов о них говорим. И тут мне опять в сценарии нет визиток, их в последний момент девочки, как всегда, резинку дотянули до последнего, и, в общем, они эти визитки мне выдали, и они не по номерам. То есть девчонки по номерам выходят, их выставили, все отрепетировано, а визитки не по номерам. Слава богу, я их знаю, кто как выглядит и кто есть кто. И, они вот просто вот так вот хаотично, я вот так вот листочки кидаю, вот так вот за кулисами, то есть я, слава богу, это не на сцене бывает. И такой я вот ищу. Итак, встречаем наших там конкурсанток. Под номер 1 Коловникова Елизавета. И ищу эту Коловникову Елизавету, такая, Коловникова Елизавета, замечательная девочка, печет пирожки, такая раз такая, в тот момент это мои ученицы. То есть я куратором был, я у них вел дефиле, там тренинги с ними проводил, и столько я нового вдруг узнаю, и просто интонационно это отражалось прямо во время мероприятия. Там зал хохотал просто вообще капец. Потом еще я уже настолько запарился под конец, что я уже читаю, и у меня страница, не ту страницу. Я такой, ну и что ж нам рассказать, ля-ля-ля-ля-ля. Ой, я, кажется, это уже читал. Переворачиваю страницу, зрители просто падают со смеха. Я такой, ой, извините, я не ту страницу открыла. И просто это так получилось в такой домашней атмосфере. Все
И я потом в конце говорю, ну извините меня, пожалуйста. И так с вами бюджетный ведущий Сергей Обрещиков. Спасибо за внимание и так далее. Ну, это вообще вопиющий случай. Я думаю, больше я ведущим не пойду никогда. Это просто вообще было смешно, очень смешно. И ну, никто из зрителей не думали, классно, у вас такое мероприятие классно, вообще. Я говорю, да, у нас все продумано, да, все так, отрежиссировано. Вообще классно. Вот такая история.